Меня зовут Ерхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Лето продолжается. Съезд Всемирного конгресса татар в Казани отгремел. Предлагаю вам, друзья, зрители, окунуться в интересный мир прошлого, в мир татарского средневековья. В общем, давайте сделаем интересную экскурсию к событиям более полутысячелетней давности. Заодно где-то восполним, а где-то укрепим наши знания о государственности татарского народа. Итак, история Казанского ханства на самом деле весьма неплохо изучена историками. И в призме исторических сведений из русских летописей, и в свете арабских, турецких и других письменных историписаний. Но одна область информации по Казанскому ханству сегодня требует тщательной проверки, исследования, разъяснения и популяризации. Есть такой исторический источник, который называется как «Московский летописный свод конца 15 века». В этом своде есть пространная статья, которая называется как «О Первой Казани», которая на самом деле посвящена войне между Казанью и Москвой в 1467-1469 годах. Этот исторический источник для нас очень важен, потому что там более-менее впервые четко описывается территориально-административное деление Казанского ханства при хане Ибрагиме, который правил с 1467 по 1497 года. В летописном своде мы находим описание войск казанского хана Ибрагима. До полно собрался на них, то есть на москвичей, царь казанский Обраим, то есть Ибрагим, со всей землею своей, Камской, Сциплинской, с Костяцкую, с Беловолжскую, Сватяцкую и Башкирскую. Русские исследователи летописи сходятся во мнении, что этот исторический источник был записан в 1470-х годах. То есть исторический документ отражает события, которые для него хронологически синхронны. Нет такого, чтобы произошло событие, а его грамотные монахи записали через 100-200 лет. Итак, упоминает 6 административных единиц. Расшифруем их. Башкирские, это понятное дело, башкиры, башкирский улус, там где живут башкиры. Цыплинские – это испорченное наименование улуса Сылвинский, который находится у реки Сылва. Понятно, что Камский улус находится на реке Кама, Беловолжский улус находится на реке Белая или по-татарски Ак-Идель. Другие 3 улуса можно связать с территориями проживания астяков и штеков, то есть Костяцкий улус, удмуртов, то есть Ватяцкий улус, и так далее. Но нас интересует вопрос, раз в историческом источнике упоминается Беловолжский улус, то где же находится Башкирский улус? Ведь географическая традиция средних веков явно разделяла эти два понятия – Башкирия и Беловолжье. Так, а вот Костяцкий и Штякский улус где находился? Его обычно определяют на старой карте еще дореволюционной Пермской губернии, примерно там, где были Кунгурские и Осинские уезды. На современной карте Костяцкий улус выглядел бы примерно вот так и вот здесь. Итак, определяем, где же находился Башкирский улус. Для этого мы обратимся к весьма плодовитому для средневековья автору и бывшему лучшему другу Ивана Грозного, то есть к Андрею Курбскому, который оставил письменные свидетельства, как усмирял земли татар Казанского ханства после взятия самой Казани в 1552 году. Например, Андрей Курбский описывает население Казанского ханства, выделяя в его составе башкирцев, которые живут в лесах в верховьях большой реки Камы. Затем он пишет, как в 1554 году карательные полки москвичей преследовали татар-казанцев. В Коняху за ними, аж за Уржум и Метереку, за лесы великие, и оттуда аж до башкирского языка. Я же по Каме реке вверх по Сибири притязается. А река Уржум и Уржумка находятся на современной карте примерно здесь. То есть отряды московских полков бежали строго на северное направление от Казани и за лесами обнаружили башкир. Согласитесь, что как ни крути, а это слишком далековато от современной территории Башкортостана. В общем, казанский историк Анвар Аксанов, обстоятельно покопавшись в исторических письменных документах, определил, где мог находиться башкирский улус.
Для этого возьмем книгу «История татар Западного Приуралья». Таким образом, согласно аутентичным и в основном независимым друг от друга сведениям, башкирский улус Казанского ханства располагался на северо-восточных и восточных окраинах, в верховьях Камы у южных границ Великой Перми, в верховьях Чусовой, Исети, Туры и других сопредельных рек. Эта обширная территория на северо-востоке и востоке ханства, судя по всему, была малозаселенной, но играла стратегически важную роль, так как через нее проходили основные пути в Великую Пермь и Сибирь. То есть, с одной стороны, башкирский улус выступал своеобразной буферной зоной на путях нередких набегов русских и угорских ушкуйников, а с другой обеспечивал безопасность торговли с важнейшими районами пушного промысла. На современной карте башкирский улус мог располагаться примерно здесь. То есть речь идет о территориях современного Пермского края и Свердловской области. Однако вернемся к Акидель-Улусу, территория которой условно совпадает с территорией современных северо-западных районов Башкортостана, где преимущественно проживают многочисленные татары республики. В той же книге «История татар Западного Приуралья» сообщается, что проживание татар в Беловолорской земле или в Ак-Идель-Улусе фиксируется, например, в книге памяти уфимскому толмачу Таганееву от 1618 года. Там говорится о татарах Аксиевой волости Уфимского уезда. Казанский историк Дамир Исхаков считает, что под Аксиевой волостью имеется в виду территория Ак-Идель-Улуса. Тут напрашивается фонетическая близость Аксиева волость Аксу, то есть белая вода, Аксуева волость. Посмотрим, что об этом пишет историк Дамир Исхаков в книге «От современных татар к татарам нового времени». Так, в памяти уфимскому толмачу Таганееву от 1618 года говорится о приходе торговать на Ирене Уфимскому уезду Аксиевой волости и белоканских, и кусшимских, и балыкчанских татар и остяков медом и воском с русскими людьми. Название волости Аксиева волость, возможно, происходит от тюркского названия реки Белый Акидель. Историк Анвар Аксанов предлагает такую теорию, как именно образовалась Белоложская земля Акидель-Улус в качестве административно-территориальной единицы Казанского ханства. До прихода войск Чингисхана и его внука Батыя на Волгу эта территория Акидель-Улуса входила в состав Магна-Хунгария, то есть Великой Венгрии. На ней проживали заворские венгры-мадьяры, которые потом трансформировались в Маджар, Баджар, Башгард, Башкир. Примерно в 1236 году произошло окончательное завоевание венгров ордынскими войсками. Власть Золотой Орды решила вытеснить непокорных мадьяр с берегов реки Белая и заселить ее более-менее лояльным себе татарским населением. Информацию об этом, в частности, раскопал финский историк Роман Хаутала, о чем написал во все той же книге «Татары Западного Приуралья». Роман Хаутала известен в научной среде как исследователь письменных источников различных католических путешественников и проводников, миссионеров, которые посетили в средние века современные территории Татарстана и Башкортостана. О каких миссионерах? Это доминиканец брат Юлиан, Яганка Венгер и Гийом де Ребрук, францисканец. Итак, зачитаем сведения католического проповедника брата Юлиана, о которых сообщает историк Хаутала. В своем послании брат Юлиан сообщает, что впоследствии он направился в Италию с очередным намерением информировать римскую курию о результатах своей восточной миссии. Путешествие Юлиана в Рим должно было произойти параллельно с отправляемым из Венгрии повторно доминиканской экспедицией к заворским мадьярам. А вот тут давайте прям почитаем средневековый текст непосредственно самого монаха-проповедника Юлиана, переведенный с латинского языка на русский язык Романом Хаутала. Это я к тому, чтобы не было претензий, что некий историк Хаутала где-то что-то придумал про Акидель-Улус и про населявших эту территорию мадьяров, а впоследствии заселившихся туда татар. Итак, брат Юлиан сообщает. И когда они, то есть вот эти четверо монахов-доминиканцев, прошли через землю Суздали, то есть Владимиро-Суздальского княжества, на границе того царства повстречались им некие венгры-язычники, бежавшие от лица татар. Они охотно приняли бы католическую веру, лишь бы добраться до христианской Венгрии. Князь Суздали разгневался, услышав об этом.
отозвал братьев назад и задержал их, чтобы они не проповедовали римскую религию упомянутым венграм. И по этой причине он изгнал их из своей земли, не причиняя, однако, неприятностей. В общем, несмотря ни на что, эти 4 упертых монаха-доминиканца не оставили своей задачи посетить и проведать своих единокровных братьев заволжских венгров и решили к ним отправиться через уже Рязанское княжество. Как сообщает брат Юлиан, 2 монаха пропали после приема у некого вождя махшанского племени, который уже подчинился татарам. Они были или убиты, или что-то с ними случилось другое. В общем, это неизвестно. Сам Юлиан об этом не сообщает и не знает. И вот тут францисканский миссионер Гийом де Рубрук, который посетил земли чингизидов в 1253-1255 годах, уже сообщает, что земля Акидель-Улус стремительно исламизировалась после того, как эту землю покинули мадьяры. Читаем Гийома де Рубрука все так же в переводе историка Романа Хаутала. Мы нашли большую реку, зовущуюся Яйком, проистекающую из земли Паскатур и впадающую в упомянутое море. Язык Паскатур тот же, что и у венгров. Они, пастухи, не имеют никакого либо города и примыкают к Великой Булгарии с запада. Из этой области Паскатур вышли гунны, зовущиеся впоследствии венграми, отчего она зовется Великой Венгрией. То, что я сказал о земле Паскатур, я знаю посредством братьев-проповедников, которые ходили туда до прихода татар. И с тех пор они были подчинены соседствующими болгарами-сарацинами, и многие из них стали сарацинами. Как видите, здесь идет речь об исламизации. Правда, непонятно, как именно произошла исламизация. Через переселение на территорию бывшей Великой Венгрии, трансформировавшейся впоследствии в Акидель-Улус, массы мусульманского населения, или же через миссионерство мусульманских проповедников среди местного населения. Между записями доминиканца брата Юлиана о венграх-язычниках и записи Гийома де Рубрука о булгарах-сарацинах хронологически прошло несколько десятков лет. Очень скромный промежуток времени, чтобы стремительно обратить в ислам умы людей, тем более в такой непростой хронологический период и на такой непростой территории, где грамотность не сильно была распространена в обществе. Так или иначе, католик-францисканец де Рубрук зафиксировал четко несколько положений. Во-первых, население Великой Венгрии Акидель-Улуса больше не язычники, а мусульмане. Во-вторых, ислам они получили через булгарский улус Золотой Орды, что опять же нас наводит на факт, что территория Акидель-Улуса была составной частью более обширного булгарского вилаята в Золотой Орде, о чем мы вам сообщали в нашем прошлом выпуске. Теперь перемотаем вперед несколько столетий. Очевидно, что в Золотой Орде территория Акидель-Улуса и ее мусульманское татарское население сохранялось в статичном порядке, четко зафиксированном. Очевидно, что и в Казанском ханстве территория Беловоложского улуса и его татаро-мусульманское население также было четко прикреплено к земле и зафиксировано, и ни у кого не вызывало никаких вопросов. Как, впрочем, впервые и четко фиксируется в Казанском ханстве местоположение башкирского улуса и некого башкирского населения. А вот уже с захватом Казанского ханства, с падением Казани в 1552 году и территория Акидель-Улуса и население этого края начинает приходить в движение, начинает видоизменяться, перевариваться организмом крепнущего и растущего русского государства. Здесь еще важную роль сыграет фактор Ногайской Орды, о чем мы вам обязательно поведаем в наших следующих видеоразборах. Так, с вхождением территории Акидель-Улуса в состав российского государства начинают приходить в движение не только территория, население, но и знания об этой территории и о его населении в головах историков, картографов и других грамотных людей эпохи Средневековья. Вместе с этим происходят изменения в головах непосредственно самих жителей территории Акидель-Улуса, что находит отражение в запутанных и непростых сведениях, в народных родословных Шежере. Но этот клубок Халаберса мы еще распутаем. Но есть один интересный письменный источник, исторический источник, который продолжает фиксировать башкирский улус, точнее его исторический прообраз на севере
относительно Беловолжской земли Акида-Люлуса. Причем этот письменный источник составлен в XIX веке и несет в себе знания и фиксацию представлений людей о древней Башкирии аккуратно после завоевания Казани Иваном Грозным. Наш исторический документ называется так: «Историческая записка о местности прежней Уфимской провинции, где был центр древней Башкирии». Автор документа неизвестен. Известно, что документ был создан в 1867 году в типографии Товарищества общественной пользы в Санкт-Петербурге. Этот документ прошел проверку на цензуру 27 сентября 1867 года. Автора документа пока что не удалось установить нам. Скорее всего, документ был подготовлен коллективом авторов, которые досконально погрузились в сложные земельные взаимоотношения между татарами и башкирами Уфимского уезда в 18 и 19 веках. И эти авторы являются специалистами в сфере российского имперского законодательства, практики реализации этих законов, ну и разбираются более-менее в политических региональных хитросплетениях между губернаторами, а именно губернатором Пермской губернии и Оренбургской губернии. Так вот, в этом документе четко обозначается та группа башкир, которые якобы получили от самого Ивана Грозного вотчинные права на свои земли, и эти башкиры-вотчинники очень четко локализованы. Соответственно, определена и так называемая их древняя реальная Башкирия. Читаем документ. После покорения Казани башкиры вступили добровольно в русское подданство с условием, что они по-прежнему должны оставаться полными владельцами земель, и чтобы русское правительство всегда охраняло их земельные права, как от самовольных завладений внутри их вотчины, так и извне от набегов на нее нагаев и киргиз-кайсаков. Эти условия русским правительством приняты и закреплены грамотой царя Иоанна Грозного 1557 года, данная владетельному колену уфимских башкир Гаинской волости Осинской дороги. Грамоту 1557 года со всеми вотчинными правами этого владетельного колена башкир на уральские земли подтвердил и царь Федор Иоаннович. А чуть ниже читаем интересную приписку. Гайною называлась Башкирия, а местность Осинской дороги сердцем Башкирии. Как сообщает этот исторический документ, вотчинные права уфимских башкир Гаинской волости Осинской дороги были подтверждены и императрицей Елизаветой Петровной. В 1754 году императрица Елизавета Петровна вновь подтвердила права по этой грамоте, то есть грамоте от Ивана Грозного. Так вот, она подтвердила грамоту во всей ее силе и был снят, к тому же, по просьбе владетельных башкир, ясак со всех башкир. Итак, на протяжении 200 лет после завоевания Казани, оказывается, земельная нормативно-правовая практика фиксировала реальную Башкирию и реальных башкир-вотчинников строго в границах Гаинской волости Осинской дороги Уфимского уезда. Открываем карту Уфимской губернии от 1755 года, чтобы взглянуть, как именно тогда выглядела Осинская дорога. Как видите, Осинская дорога находится на северо-востоке от Казанской дороги Уфимской губернии. А вот на этой карте уже можно внимательно разглядеть, где именно находилась вот эта вот самая Гаинская волость Осинской дороги. Как видите, это современный Пермский край. Если мы откроем уже современную административно-региональную карту России и посмотрим местонахождение реальных владетельных башкир Гаинской волости Осинской дороги, которых называют Древней Башкирией, и соотнесем это с картой местоположения восточных улусов Казанского ханства, о котором мы говорили в начале нашей передачи, то получается, что реальные башкиры с реальными вотчинными правами и с реальной Башкирией – это Костякско-Иштякский улус Казанского ханства. Вот так. Как видите, даже при царствовании дочки Петра Великого, а именно Елизаветы Петровны, даже через 200 лет после взятия Казани Иваном Грозным, российские законодатели, российское государство четко представляло, хотя и с небольшими видоизменениями,
где именно располагается истинная деревня Башкирия и реальные башкиры, а где проживало татарское население Казанской дороги Уфимского уезда, которое является собой суть Акидель-Улуса. Даже тогда не было никакой путаницы, где белорусская татарская земля, а где башкирский улус. Хотя оно и неудивительно, так как шустрые историки, башкиризаторы при Елизавете Петровне еще не были подпущены к книгопечатному станку и еще не наплодили горы текстов и книг, на страницах которых все напутали, намешали, а потом целенаправленно создали территориально-этноисторический Франкенштейн под названием «Исторический Башкортостан» с границами от Булгара до Урала. Алла Берса, мы со всем этим разберемся. Татары народ книжный, читает книги очень внимательно.